Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только... Как уже все успели догадаться, это набережная одного из самых известных городов России – Ялты. Но перед тем, как абхазские журналисты окажутся в самом центре курорта, им предстоит увидеть и другую сторону этого города, насыщенную своими историческими достопримечательностями. Итак, первая остановка – Ялтинский район, площадка Байдарского перевала. Кстати говоря, именно здесь еще в XVIII веке побывала Екатерина II. Последней точкой в путешествии императрицы Екатерины II в 1787 году стала вот эта смотровая площадка Байдайского перевала. Еще тогда Екатерина II сказала: «Теперь я знаю, что Крым – самая драгоценная жемчужина в моей короне». Как это было принято, у каждого перевала свой храм, и это место не стало исключением. Храм Воскресения Христова был построен в конце XIX века Александром Кузнецовым. Этому послужил тот факт, что мужчине поставили страшный диагноз – туберкулез, и врачи настоятельно рекомендовали для лечения сменить климат. Для благотворной смены климата и лечения было решено выбрать именно это место, а уже в последующем его хозяин начал здесь строительство храма. Кстати говоря, журналисты попали сюда не в обычный день. Так совпало, что поездка выпала как раз на Вербное воскресенье. Но долго задерживаться нельзя, иначе не успеешь увидеть остальную красоту Крыма. Следующий маршрут – Воронцовский парк. По своим масштабам он смело может претендовать на самый большой в мире. Здесь есть и озеро с птицами, сотни видов субтропических растений, но, пожалуй, самое необычное впереди. Это дворцовый комплекс графа Воронцова. Шедевр архитектуры и романтизма строили почти 20 лет, а сегодня он служит визитной карточкой Крымского полуострова. На смену одной исторической архитектуре приходит другая. Это замок Ласточкино гнездо. История его не менее богата. Основан он в 1912 году и успел сменить нескольких хозяев. Такое имя дала своему дворцу одна из владелец, Чиха Рахманина. Ей показалось символично назвать постройку Ласточкиным гнездом, нависшую над морем на краю обрыва. Ну что ж, впереди дорога в центр Ялты. А это, конечно же, набережная. Как и в Абхазии в несезонное время, тут не столь многолюдно. И главная достопримечательность – это море. Интересно, что уровень преступности в этом городе с населением более 80 тысяч человек достаточно низкий. Туристы находятся в безопасности, пока следуют практичным правилам: не светить деньгами, избегать неосвещенных тротуаров по ночам и не соглашаться, если незнакомец предлагает угостить вас выпивкой.
Пока этот город находится в ожидании своих туристов и готовится к летнему туристическому сезону, мы направляемся в столицу Крыма, Симферополь. Здесь проживает более 300 тысяч человек. В общем-то, больше, чем на всей территории Абхазии. На главной центральной улице нас встречает один из организаторов поездки, Анатолий Тарасенко, который сам не раз бывал в нашей республике. Абхазия – это особый случай, это особые люди, это люди нам близкие по духу. Мы далеки территориально, но мы очень близки по духу. Поэтому для меня Абхазия не пустой звук. Я уже больше 20 раз за 4 года был в Абхазии. Я уже хочу и мечтаю построить, наверное, там дом. И это просто моя вторая родина. Поэтому в заключение хочется сказать, что приезжайте. И я еще хочу добавить, что благодаря межправительственным соглашениям между Крымом и Абхазией на сегодняшний день выделено 900 путевок по субсидии в Крым для граждан Абхазии. Поэтому мы Абхазию любим, мы вас очень уважаем, и мы вас всех ждем в Крыму. В общем-то, увидеть красоту Крыма теперь может каждый житель Абхазии, ведь путевка на одного взрослого человека обойдется весьма недорого, всего в 13,5 тысяч рублей. Ну а путешествие абхазских журналистов еще не закончено. Впереди гуляние по главной улице этого города. В народе эту улицу называют Кресты, а все потому, что она находится на пересечении двух главных улиц города. Это Карла Маркса и Пушкина. Еще удивительным является то, что символом этой улицы является именно кот. Интересно, что на этой улице запрещено движение автомобилей. Это больше такая развлекательная часть города. По вечерам здесь собирается крымская молодежь. Еще здесь можно увидеть памятник вежливым людям. Так местные прозвали военнослужащих, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность в момент присоединения Крыма к России. Ну а наш путь продолжается. Новая локация – это город Феодосия. В переводе с греческого Феодосия означает «данная Богом». Этот город является одним из самых популярных крымских курортов. Здесь на постоянной основе проживают более 68 тысяч человек. Город небольшой, можно сказать, весьма компактный. Рядом в нескольких метрах от набережной проходят железнодорожные пути. Совсем недалеко вокзал, а вот напротив него в ряд стоят разные отели и гостевые дома. Несмотря на курортный сезон, туристы съезжаются в это место круглый год. И помимо песчаных пляжей и множества исторических достопримечательностей, туристов привлекает здесь возможность недорого расселиться в отеле. Действительно, проживание тут в разы дешевле, чем, к примеру, в Ялте. Смело можно сказать, город недооценили. Хотя именно тут находится множество исторических достопримечательностей. К примеру, могила знаменитого художника Ивана Айвазовского. А вот в нескольких метрах стоит храм Сурб-Саркиса, святого Сергия, один из старейших памятников армянской средневековой архитектуры. Вообще, Феодосия богата своими святыми местами. Здесь есть храм Иверской иконы Божией Матери и церковь святого Дмитрия Солунского. Интересно, что икона Дмитрия Солунского хранится в Абхазии, в Дранском монастыре. Кстати говоря, с этого места и начинается Феодосия. Здесь можно увидеть весьма впечатляющее строение XIII века – Генуэзскую крепость. Построена она была генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в Северном Причерноморье. Располагается на горе высотой в 157 метров. Из-за своего удачного расположения крепость являлась почти неприступной.
Еще одним историческим местом может похвастаться город Керчь. Отсюда открывается вид на Пантикопей, древнегреческий город, основанный в конце VII века до нашей эры выходцами из Милета. Это место стало завершающим пунктом в путешествии абхазских журналистов. Конечно же, цель – это возможность показать и рассказать о красотах Крымского полуострова и почему необходимо хотя бы раз стать гостем этой республики. Мы изыскали такую возможность, что 900 путевок для граждан Абхазии мы можем просубсидировать. И стоимость ее уже будет не 19 с лишним тысяч, а всего лишь 13 900. А для пенсионеров и детей и того меньше. Одним из главных, скажем так, партнеров этого проекта это стал федеральный проект «Карта гостя Крыма и Севастополя». Это универсальная карта, которая дает возможность любому гостю посетить 65 достопримечательных, самых знаковых достопримечательностей Крымского полуострова бесплатно, а на более чем 250 это отели, рестораны, экскурсионные туры, развлечения, дельфинарии, аквапарки и так далее. Там получать еще различные скидки от 10 до 50%. Помимо всего этого, в проекте «Карта гостя Крыма и Севастополя» есть режиссеры персональных путешествий. То есть они не только предоставляют возможность посетить эти знаковые объекты, они разработают персональные маршруты для каждого гостя, который приезжает на Крымский полуостров. Дорогие абхазцы, мы вас любим. Приезжайте к нам в Крым. Приезжайте к нам в гости. Приезжайте к нам, мы вас ждем. Йола Барганжа, Сасрыпа Гухава, Абазатова.